военнослужащих по контракту из Республики Башкортостан единовременные выплаты достигли 1 миллиона рублей. Давайте об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Сергей Роденко, начальник пункта отбора на военную службу по контракту Республики Башкортостан. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Роза. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сергей Александрович, вот мы говорим о том, что выплаты сегодня выросли именно до 1 миллиона рублей. Сейчас речь о каких выплатах идет и за счет чего они выросли? Да, с 10 июля 2024 года главой Республики Башкортостан принято решение об увеличении региональной выплаты, которая на сегодняшний день составляет до 1 миллиона рублей. То есть это выплата единовременная, которую имеет право получить и получит любой гражданин, который заключит контракт на срок от 1 года и больше. Кроме того, я хотел бы сразу же остановиться на финансовом вопросе для заключивших контракт, который касается не только региональных выплат, но и других денежных выплат. У нас минимальное денежное довольствие для участника специальной военной операции на сегодняшний день составляет от 210 тысяч рублей. То есть это минимум, который получает военнослужащий в воинском звании рядовой на первоначальной воинской должности без выслуги лет. Соответственно, чем выше тарифный разряд по воинской должности, больше процентных надбавок, тем эта сумма выше. Кроме денежного довольствия, военнослужащий обеспечен еще другими видами финансовой помощи, такими как подъемное пособие, это денежная выплата, связанная с перемещением гражданина при заключении контракта, и ежегодная материальная помощь. Суммы, конечно, по сравнению с единовременными выплатами от главы республики незначительные, но в целом это составляет обе выплаты от 50 тысяч рублей, опять же, в зависимости от воинского звания и от воинской должности. Ну и также наверняка уже многие в курсе, вооруженными силами принято решение о дополнительном финансовом стимулировании военнослужащих за эффективное выполнение задач специальной военной операции. Это уничтожение либо захват техники противника, за продвижение в составе штурмового отряда, а также за непосредственное участие в активных наступательных действиях. Сергей Александрович, вот сейчас насколько велико желание появилось, может быть, число подписывающих контракт на военную службу? Желающие подписать контракт по тем или иным причинам, они были всегда и есть в настоящее время. Единственное то, что есть определенная категория, которым нужны какие-то дополнительные виды стимулирования для подписания контракта. И вот я считаю, что как раз увеличение единовременной выплаты региональной, оно может дать толчок каким-то кандидатам, которые до этого по каким-то причинам сомневались в подписании контракта. Единственное, что на сегодняшний день нашей основной задачей является доведение вот этой информации до большего количества потенциальных кандидатов. Ну, и вот с этой целью в республике началась масштабная агитационная кампания. То есть мы на сегодняшний день доводим эту информацию до населения Республики Башкортостан. Ну и вот эти выплаты, которые выросли до 1 миллиона рублей, это без учета еще и социальных льгот, которые полагаются как самому бойцу, так близким и семье. Правильно? Есть еще социальные льготы в Башкортостане? Конечно же, есть социальные льготы, которые предоставляются на основании указов главы Республики Башкортостан. Есть социальные льготы и гарантии, которые предоставляются на федеральном уровне. К федеральным, так скажем, льготам относится статус участника ветерана боевых действий, то есть это удостоверение, которое выдается военнослужащему. В соответствии с этим статусом ему устанавливается социальная пенсия, пенсия устанавливается пожизненно и не зависит от нахождения его на военной службе. То есть в любом случае она выплачивается. Также устанавливается социальный пакет, который включает в себя бесплатное обеспечение лекарствами, бесплатный проезд на общественном транспорте, а также санаторно-курортное обеспечение. Ну и ряд льгот
по налогообложению, то есть гражданин освобождается от транспортного налога, гражданин освобождается от уплаты налога на имущество по одному объекту из каждой категории, и кроме того имеет преимущественное право для получения тех или иных льгот. Это федеральные льготы. Что касается наших региональных льгот, то это в большей степени, конечно же, касается членов семьи военнослужащего. Льготы следующего характера: это обеспечение детей бесплатным горячим питанием, обеспечение детей свободными местами в детских садах, перевод в желаемую школу по месту жительства там, или еще по каким-то причинам, опять же, обеспечение путевками детей участников специальной военной операции для проведения оздоровительного отдыха в санаториях и детских лагерях, которые находятся на территории Республики Башкортостан, ну и преимущественное право в санаторно-курортном лечении, опять же, участника специальной военной операции и членов его семьи. Ну, там льгот порядка 38 определенных этим указом. Кроме этого, там еще и сертификат на газификацию, обеспечение топливом и дровами, и ряд других льгот. Кроме этого, отдельными указами главы Республики Башкортостан установлены еще ряд льгот, ну, я считаю, наиболее значимым из которых является обеспечение участников специальной военной операции земельными участками для индивидуального жилищного строительства. Ну, там категория определена данным указом. Что нужно для того, чтобы подписать контракт? Куда нужно обратиться? Какие документы при себе иметь? Обращаться можно непосредственно либо в военный комиссариат, либо на пункт отбора на военную службу по контракту по адресу город Уфа, улица Революционная, 156. Если в населенном пункте проживания кандидата отсутствует военный комиссариат, тогда можно обратиться в администрацию муниципального района или в администрацию сельского поселения. Из документов при обращении уже на пункт отбора необходимо иметь паспорт и военный билет при наличии. Если военный билет по каким-то причинам отсутствует, значит он будет выдан кандидату военным комиссариатом по месту воинского учета. Также необходимо иметь при себе документы об образовании, то есть это либо аттестат, либо диплом, документы о семейном положении, свидетельство о заключении расторжении брака, свидетельство о рождении либо усыновлении детей, СНИЛС, ИНН, ну и банковскую карту, которую любой желающий, любой кандидат может оформить непосредственно на пункте отбора. Но при этом еще и затем проходит медосмотр, правильно? Просто так не допускается на военную службу. Да, конечно же, есть ряд требований гражданина, поступающему на военную службу по контракту, одним из которых является его состояние здоровья. Медицинская комиссия прохождение медицинской комиссии организовано на пункте отбора, но также гражданин может эту медицинскую комиссию пройти и по месту своего жительства. Медицинская комиссия включает в себя диагностические исследования на социально значимые заболевания, это анализ крови на ВИЧ, на гепатит, на сифилис, прохождение флюорографического обследования. Другая информация, такая как диспансерный учет в наркологическом психоневрологическом диспансере, она в принципе врачами-специалистами видна в информационно-аналитической системе ПРОМЕД, к которой есть доступ у председателя военно-врачебной комиссии, и он уже по прибытию кандидата на пункт отбора уже непосредственно эту информацию проверяет и принимает решение о годности гражданина к военной службе по контракту. Может ли военнослужащий по контракту, может быть, высказать какое-то пожелание, в какое бы подразделение он хотел бы поступить, или нет такой прерогативы? Ну, вообще, с одной стороны, конечно же, военная служба по контракту – это добровольный выбор гражданина, и мы исходим, в первую очередь, конечно же, из пожеланий гражданина проходить военную службу по контракту в той или иной воинской части. Но на сегодняшний день, вот в условиях проведения специальной военной операции, подавляющее большинство обращающихся к нам граждан, для них важно само участие в специальной военной операции. А воинская часть, в которой он будет проходить службу и станет участником СВО, это все в сегодняшних условиях ушло на второй план. Но в любом случае с каждым гражданином мы беседуем на предмет выявления у него
уровня образования, наличие какого-либо вида подготовки или наличие родственной военно-учетной специальности, чтобы предназначить его на ту или иную воинскую должность, которой он наиболее подготовлен. Ну вот простой пример: наличие водительского удостоверения категории С и выше дает, естественно, право гражданину поступить на военную службу по контракту на должность водителя. Сергей Александрович, а если вообще не было никакой военной подготовки, какой-то учебный ликбез, еще что-то планируется? Все граждане, которые поступают на военную службу по контракту, проходят обучение уже по месту прибытия в воинскую часть. Единственное, конечно же, есть отличие, что те воинские части, которые уже непосредственно принимают участие в СВО, там организованы на полигонах курсы подготовки для вновь прибывших военнослужащих. Те же граждане, которые идут на комплектование формируемых подразделений, ну это вот по примеру наших именных подразделений, все мы знаем, столкнулись с этим при формировании, то есть там мы поставляем личный состав, и в дальнейшем этот личный состав проходит уже подготовку, начиная от одиночной подготовки и заканчивая подготовкой в составе подразделений. Есть специализированные подразделения, которые занимаются именно беспилотными летательными аппаратами. Есть ли возможность, шанс попасть туда? Конечно же, на сегодняшний день трудно представить ведение каких-либо боевых действий без подразделения беспилотных летательных аппаратов. Такие подразделения у нас на сегодняшний день созданы, и мы продолжаем комплектовать их личным составом. Личный состав, естественно, проходит подготовку в учебных воинских частях Министерства обороны на конкретные виды и типы БПЛА. Есть определенные требования для кандидатов на воинские должности в эти подразделения. Сергей Александрович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали подробности именно о военной службе по контракту, о нововведениях, которые есть именно в этом направлении. Спасибо. Спасибо вам. Это была программа «Интервью», и сегодня у нас в гостях был Сергей Роденко, начальник пункта отбора на военную службу по контракту Республики Башкортостан. Спасибо, что были с нами.